Правительство России постановило дополнить систему персональных и биометрических данных граждан номерами телефонов и адресами электронной почты. Как отмечали в Минкомсвязи, изменения позволят улучшить взаимодействие между заинтересованными органами и организациями и физическими лицами, сведения о которых содержатся в единой информационной системе. При этом принятие документа не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, уточнялось в проекте. Еще летом прошлого года российские банки запустили услугу по сбору биометрии клиентов, которая позволит оказывать услуги дистанционно. К 2021 году, по расчетам Центробанка России, банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги. Система размещается на облачной защищенной инфраструктуре Ростелекома, доступ к которой кредитные организации получат через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием отечественных криптоалгоритмов. Предполагается, что в дальнейшем единая биометрическая система будет использоваться для получения государственных и муниципальных услуг в здравоохранении, образовании и других областях. Правительство России утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей, говорится в материалах министерства. Согласно постановлению правительства, право на участие в программе имеют россияне, являющиеся заемщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января текущего года по 31 декабря 2022. Теперь у них есть возможность получить выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Такие же правила действуют для граждан России, усыновивших третьего и последующих детей, сообщает ведомство. Минфин поясняет, что для получения денег родителям необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы, в организацию, которая является кредитором по ипотеке. Кредитор проверит документы и отправит их в дом.рф. Если данные верны, то затем госкорпорация переведет средства кредитору для полного или частичного погашения ипотеки заемщика в пределах 450 тысяч рублей. Депутаты Госдумы в октябре планируют рассмотреть законопроект, предусматривающий создание к началу 2020 года единой системы легального распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов. При этом сайты, распространяющие продукцию телеканалов в обход единого поставщика, будут блокироваться. Авторы законопроекта утверждают, что основные цели законотворческой инициативы – борьба с пиратством и контроль рекламы. По замыслу авторов, Роскомнадзор должен выбрать оператора распространения, через которого заинтересованные интернет-площадки смогут получать унифицированный контент, куда запрещается вносить какие-либо изменения. Сайты, которые будут распространять контент телеканалов в обход единого поставщика, должны блокироваться. Компания, выступающая оператором, не должна быть подконтрольной иностранцам, говорится в законопроекте. Максимальная доля иностранного участия учредителя ограничена 20%. Аналогичное требование предъявляется сейчас и к компаниям-учредителям СМИ и телеизмерителю. Работодатель не может использовать данные полиграфа или детектора лжи для правовых решений в отношении сотрудников. Об этом заявил директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы и противодействия коррупции Министерства труда Дмитрий Баснак. Во-первых, даже если такая процедура предусмотрена локальными актами организации, то они противоречат федеральным законам. Ну а во-вторых, проверка на полиграфе может проводиться только с согласия работника. И даже если такое согласие было получено, то выводы, которые были получены при помощи полиграфа, не могут быть положены в основу каких-либо правовых решений в отношении соответствующего лица. Еще в феврале прошлого года стало известно, что Банк России намерен проверить сотрудников на умение хранить тайну, а также на причастность к коррупции с помощью детектора лжи. Планировалось, что на проверку направят кураторов коммерческих банков, а также уполномоченных представителей Центробанка, которые работают с банками и финансовыми организациями. При этом тесты на полиграфе не будет проходить руководство Центробанка, председатель Эльвира Набиуллина, ее заместители и главы департаментов. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.